Итак, дорогие мои друзья, мы проехали чуть-чуть, остановились на чай. И хочу вам показать очередную сигнальную башню в Аргунском ущелье. Вот, точнее, большая часть ее сохранилась. Вот она, сигнальная башня. Это Чечня. О, так высокогорье, Аргунское ущелье. Вот. Посмотрите, на каком месте. Итак, пока ехали по дороге, были маленькие куски. Я не стал записывать их, потому что, остался где-то метр, полметра. Остались маленькие кусочки от сигнальных башен. Это целая гряда по Аргунскому ущелью идут. Башенные сигнальные комплексы. Буквально недалеко от них бывают почти что везде боевые башни. Они сопровождаются, как мы знаем, сигнальные башни заранее предупреждали, чтобы люди готовились. Женщины и дети уходили вглубь. Остальные оставались в боевых башнях, в сигнальных башнях, оборонялись до конца. Вот. И, само собой, это Аргунское ущелье. А вдоль я не стал снимать, потому что там пограничные заставы на многих стратегически важных местах, где находились сигнальные боевые башни. К сожалению, башенные комплексы разобраны. Там остались, конечно, фундаменты, остались с метр высоты. Из них сделали различные защитные укрепления для сотрудников погранзаставы. Вот это, конечно, трагедия. Это культурное наследие, которое, увы, возможно, со временем все это будет восстановлено. Может быть, я не знаю. Наша власть прикладывает все усилия, чтобы максимально восстановить, реставрировать или законсервировать. Но такова картина, что вдоль реки стоят в основном, пока мы проехали, 6-7 погран таких небольших застав, домов. Сверху на стратегически важных точках, где стояли башни, находятся опорные пункты этих сотрудников, пограничников. Вот вдоль этого Аргунского ущелья. Из того, что есть, там, где они еще не поставили посты, вот приходится снимать и показывать вам. Вот, смотрите. Вот все, что осталось. Это где-то этажей 3 осталось. Разрушенное тоже, видать, от снарядов. Здесь снизу протекает Аргун. Вот таких, как видите, да, вот, посмотрите. Вот горы. Прямо на самых высоких. Здесь на отвесных скалах. Это получается с левой стороны реки Аргун находится сигнальная башня. Посмотрите. Вот здесь. И, надеюсь, не видно, но прямо посередине горы, вон там, находится тоже. Вы не видите его, но там находится, застава военная. Не стану рисковать дальше снимать, потому что там сидят военные сейчас в данный момент. Могут еще придраться, сказать, чтобы удалили запись, чтобы не показывали, где они находятся. Но вот в таких вот высокогорных местах, на опорных пунктах, прямо в ущелье, находились наши сигнальные башенные комплексы. Вот, замковые комплексы. Чем дальше от границы, здесь в основном все меньше и меньше гражданских каких-то объектов, имеется в виду непосредственно жилых башенных комплексов. В основном или сигнальные, или боевые. Или сигнальные, или боевые. Очень мало солнечных склепов и всего остального.
То есть это ущелье, которым идет шелковый путь. Здесь непосредственно мы видим, что все время здесь стояли специальные сооружения, которые остерегали наши горы, проникновение дальше в эти горы. Поэтому какие здесь красивые горы, посмотрите. Посмотрите вот на эти камни. Посмотрите, какие они. Посмотрите. Смотрите, прямо столбами. Вот из такого камня выбивались, обтачивались, делали башенные комплексы, зодчие, строители башен нашей Родины. Вот. История показывает, какие были у нас великолепные воины, какие были строители, как любили свою родину, как защищали. Тот, кто побывал в этих горах, может увидеть своими глазами, что обозначает малоземелье в горной части нашей Родины. Почему люди во время реконкисты начали потихоньку спускаться обратно на плоскостную территорию своей, отвоевывая свои земли. Именно по этой реке Аргун. Об этой дороге писали и грузинские князья. Вы знаете, у нас размещены документы, источники, где грузинский князь, царевич проходил через эти земли, рассказывал о кистинских кабаках, о городе Чачан. Вот мы публиковали эту карту тоже. Как раз это первое упоминание города Чачан вдоль этой реки. 1675, кажется, если я не ошибаюсь. Это 17 век. Вторая половина 17 века, если я не ошибаюсь. Был вроде бы еще один источник. 1655. Но, как говорится, подтверждения данного документа мы не нашли. Вот это и есть то самое Аргунское ущелье, которое издревле защищали исконно Нохчи-Тейпы. И неудивительно, что здесь мы не смогли. Вот я вам хотел показать. Видите? Вот в самом верху. Там некогда была башня. Сейчас там опорный пункт сделали. Осталась башня. Небольшой кусочек. Из него сделали опорный пункт. Потом вот здесь. Смотрите. Вот здесь тоже была башня. Осталось небольшие куски, остались камней. Здесь, как видно, то ли как на таможне, то ли жилая башня была. Короче, в любом случае, вот так прямо ущелье за ущельем, куски за кусками, наша история показывает, как много было у нас башенных комплексов и как много их уничтожили. Если за последние 2 чеченские войны было уничтожено столько их, представляете, что было во времена Кавказской войны, во времена имама Шамиля. Имам Шамиль тоже поусердствовал. Это тоже приток Аргуна. Такая речушка. Вот. Я не просто так сюда подхожу. Здесь хочу показать вам. Это у нас юго-западная сторона нашей Родины. Вот. И
Сейчас мы доходим до перекрестка. Перекресток, который ведет к другим нашим горам. Это Тирвай-Мак, Тирвай-Лемниш, Терлоевские. Вот эта дорога. Вот здесь дорога сворачивает уже на Терлоевмак. Как вы видите, вот здесь оставились вот эти блиндажи и все остальное от башенных комплексов. Там есть, там вверху есть. Вот здесь, смотрите, вот такая инсталляция. Вот. Терлоевцы славились своими башенными комплексами. И сразу въезд в это ущелье. Смотрите, какая красота. Вот так вот. Вот здесь из остатков, конечно, взяли, убрали. Это уже путь к Терлоевским башням, на которые мы снимали, показывали. Возможно, не все. Они тоже очень хорошо сохранились. Вот. Я думаю, что мы еще раз полностью я поеду и зафиксирую Терлоевские башни, петроглифы, Тирвай. Надеюсь, вам сегодняшний контент наш понравился. Особая благодарность всем моим подписчикам. Прошу сильно не критиковать. По мере возможности я сделал все, что мог, несмотря на холод и все остальное. Надеюсь, звук тоже не подведет меня. А так, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Вот. Надеюсь, что вам понравилось. Далее это был Масера. Теперь я надеюсь, у вас нет сомнений о том, что Нохчичуй является страной башен и замковых комплексов. И тем более огромное количество, чуть ли не все с пирамидальной ступенчатой крышей. Вот. И это только один маленький мох. Сколько сигнальных башен у нас. Из тех, которых я показывал, целых не так много, но все-таки есть 100% целые. Поэтому гордитесь своей историей, любите свою родину. С вами был Башлам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.